Конституция Северной Осетии отмечает 20-летие. Творцы главного документа республики вспомнили о том, в каких условиях его писали. Тогда, 20 лет назад, в республике была сложная и экономическая, и социальная, и политическая обстановка. Регион только приходил в себя после Остино-Ингушского конфликта, к тому же еще не до конца были решены проблемы с беженцами из Южной Осетии. Новую конституцию писала специальная рабочая группа, которую возглавлял нынешний вице-спикер парламента Станислав Кисаев. Документ долго обсуждался, его правили и дополняли. Жаркие споры вызывали как фундаментальные вопросы о названии республики и государственных языках, так и частные – приватизации, законе о собственности и так далее. В результате, по словам авторов, этот документ можно назвать действительно народным. Это история, причем история непростая. Я не буду говорить славная, бесславная, непростая история. Мы подошли, мы говорили о том, что вообще-то в нашей стране к тому времени поменялся общественно-политический строй. И нравится это нам, не нравится, виноват Горбачев, не виноват, это была потребность времени, перестройка со всеми вытекающими последствиями, в частности, в государственно-правовом варианте. Министр образования и науки Северной Осетии выполнил одну из 3 жизненных заповедей. Алан Угоев посадил дерево во дворе детского сада номер 10 в Алагире. Помогал ему в этом деле глава местной администрации Руслан Хадарцев. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Посади свое дерево». Алан Угоев также посетил школу в Майрамадаге, одну из 14 вошедших в проект по капитальному ремонту и оснащению новым оборудованием спортивных залов. Работы здесь идут полным ходом, к концу этого года объект должен быть готов. Сегодня же глава Минобра встретился со школьниками, их родителями и педагогами алагирских школ. Подобные информационные встречи проходят уже 2-й год. Нельзя опускать ту планку, которую мы уже заявили. Все педагогическое сообщество, в принципе, осознает всю ту ответственность, которая сейчас на нас возложена. И сейчас самое главное – это правильно подготовиться к новой кампании, к новой волне единого госэкзамена. Студенты Северо-Остинского государственного университета пришли сдавать кровь. Мобильный пункт развернулся во дворе учебного заведения. Акция прошла по инициативе Республиканской станции переливания крови, администрации университета и студенческого спортклуба «Атлант». Многие из ребят прошли подобную процедуру впервые. Сдавать кровь абсолютно безопасно. В течение 2 недель она полностью восстанавливается, вырабатываются новые клетки и укрепляется иммунитет. Ежедневно в республике требуется около 50 доноров. К сожалению, сейчас их не хватает. Цель подобных акций – привлечь внимание граждан к проблеме нехватки крови. Мобильная станция будет работать в СОГУ еще несколько дней. Любой желающий может обратиться и сдать кровь. Мы сегодня первый раз даем кровь, у нас прям эмоции зашкаливают. Это было очень интересно, очень познавательно. Я думаю, что сдавать кровь – это полезное дело, потому что если ты знаешь, что ты спас чью-то жизнь, это в будущем для тебя это большой плюс. Ученикам школы «Эрудит» вручили удостоверение самых юных пожарных Северной Осетии. Документ вручал заместитель главы по надзорной деятельности республики. Более 20 учеников школы теперь знают все о борьбе с огнем. Пожарная дружина при школе существует уже 3-й год. Самые молодые борцы с огнем в республике уверены в собственных силах и выборе будущей профессии. Для них эти удостоверения – серьезный шаг по карьерной лестнице. Я, как руководитель управления надзорной деятельности, буду выдвигать данный коллектив на соревнование, которое будет организовано среди республик Северного Кавказа. Будем надеяться, что наши детки займут там только 1-е место, потому что они стараются, они учат, они продвигают все эти мероприятия, которые они изучили в жизнь. И я так думаю, что побольше таких деток, и у нас будет все замечательно и хорошо. Что-то из детства. Под таким названием в Музее истории проходит выставка художницы Анны Махарашвили. Экспозиция содержит около 30 работ, это графические композиции, а также иллюстрации к книгам. Анна Махарашвили – выпускница факультета искусств СОГУ. Сейчас она преподает в детской художественной школе. Именно работа с детьми вдохновила ее на создание выставки.